передовики и труженики тыла. Именно им нужно уделить самое высокое, пристальное, сердечное внимание и заботу. Руководители регионов, и уж тем более главы муниципальных образований, обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке. Особое внимание работе, связанной с сохранением памяти о Великой Отечественной войне и о ее героях. Говорю об обновлении музейных экспозиций и проведении специальных выставок, акций, научно-практических конференций, в том числе о системном введении в научный оборот архивных документов, о том, чтобы они были доступны для граждан, в том числе с помощью современных цифровых технологий и информационных платформ. Органы власти на местах должны держать на постоянном контроле вопросы благоустройства воинских мемориалов, неукоснительное соблюдение установленных законодательством норм обследования и постановки на учет вновь выявляемых братских захоронений тоже должно быть одним из приоритетов. Не менее важно активно поддерживать соответствующие общественные инициативы, содействовать поисковикам, волонтерам, краеведам, просто энтузиастам, людям, которые увлекаются этим и отдают этому делу свою душу, время, годы своей жизни. Всем, кто не лозунгами, а делом занимается патриотическим воспитанием молодежи, помогает подросткам, детям впитывать ценности любви к Отечеству, понять, что значит Родина для человека и гражданина и почему нужно ее беречь. Речь действительно о просветительской миссии, в основе которой всегда были и остаются личный пример, искренние поступки и значимые, достойные, понятные всем результаты. Это необходимо учесть при разработке и новой программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Текущая госпрограмма завершается в 2020 году. И я прошу Министерство просвещения совместно с Минобрнауки, Минкультуры, другими заинтересованными ведомствами и профильными общественными организациями не затягивать работу по подготовке нового документа. Продуманное, созвучное восприятию современной молодежи и, главное, честная патриотическая повестка должна укреплять в новых поколениях проверенные самой жизнью базовые ценности, которые отражают наши традиции, национальную идентичность. Весь исторический путь России с ее испытаниями и триумфами. И здесь, конечно, особая роль принадлежит Великой Отечественной войне. Она оставила глубочайший след в судьбах всех народов Советского Союза и в судьбах народов Российской Федерации. Неотделимо от истории каждой российской семьи. Именно это лежит в основе того, что мы делали и будем делать, а именно защищать правду историческую, защищать именно наших героев. Попытки искажения этой правды исторической не прекращаются. К ним подключились не только наследники пособников нацистов. Теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур. Но вы знаете наверняка, что недавняя резолюция Европейского парламента поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз. Чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны, как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941. А тех, кто пытается спорить с такой ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы. Это цитата. Наш ответ на ложь – это правда. Мы продолжим рассказывать о событиях, фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте. Складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего. А мы будем рассказывать об этом, в том числе о победах и поражениях Красной Армии, о трагической судьбе наших пленных, о мужестве подпольщиков и позоре коллаборационистов, о трагедии Холокоста и преступлениях против мирных жителей, о бесчинствах националистов
приспешников Гитлера. Убежден, в истории нет и не может быть невыгодных, неудобных страниц. Она нужна в совокупности, как единое целое, для нас и для будущих поколений, что особенно важно. Причем без всяких прикрас и изъянов. Память и гордость должны объединять нас, делать сильнее, помогать молодым людям в полной мере осознать свою сопричастность Родине, великим делам своих предков, ответственность за будущее России. Именно это и должно стать главным духовным смыслом Года памяти и славы. А главным делом, повторю, реальная, конкретная поддержка, забота о ветеранах. Давайте обсудим все это. Слово Татьяне Алексеевне Гурьевой. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, создание достойных условий жизни для тех, кто пережил войну и подарил нам победу, это наша общая задача и нравственный долг. Сегодня, по состоянию на 1 ноября 2019 года, на территории России проживает 60 842 участника и инвалида Великой Отечественной войны. Приравненных к ним лиц и членов их семей почти 1 089 000 человек. Уважаемый Владимир Владимирович, в целях реализации вашего указа, а также основных решений Российского оргкомитета «Победа» правительством утвержден комплекс мер по улучшению социально-экономического положения ветеранов войны на 2019-2020 годы. Существенное внимание в этом плане уделено вопросам жилищного, медицинского, материального обеспечения ветеранов, а также предоставления социальных услуг, в том числе при участии общественных организаций. Кратко остановлюсь на этих аспектах. С даты подписания указа в 2008 году жильем обеспечено более 308 000 ветеранов. На эти цели из федерального бюджета было выделено почти 330 миллиардов рублей. В 2019 году свои жилищные условия улучшили 2273 ветерана войны и членов их семей, из них инвалидов и участников войны 293 человека. Очередь пока сохраняется в небольших количествах, но здесь, Владимир Владимирович, важно акцентировать внимание на причинах этой небольшой очереди. Речь идет о том, что ветераны переезжают в Россию из других государств, получают российское гражданство и, соответственно, встают на очередь. Кроме того, участие ветеранов расширилась семья и тем самым уменьшился учетный норматив жилой площади, соответственно, возникает нужда в постановке на очередь и предоставлении жилого помещения. Но при этом я хочу отметить, что мы и регионы страны знаем каждого находящегося в очереди ветерана пофамильно и постоянно мониторируем эту ситуацию. В этой связи хотела бы еще раз обратить внимание регионов, где есть еще небольшая очередь, работать максимально оперативно, индивидуально, не откладывая на другие периоды обеспечения жильем, особенно обратив внимание на тех ветеранов, которые сегодня проживают в сельской местности, на качество и условия их жизни. И в этой связи еще одна тема, которая связана с жильем, это его капитальный ремонт. В протоколе заседания Оргкомитета «Победа» в декабре 2018 года есть соответствующее поручение высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации. Должна сказать, что регионы активно работают в этом направлении, используют различные формы проведения ремонта, единовременная выплата, компенсация расходов за ремонт. С 2014 по 2018 год капитальный текущий ремонт помещений проведен 217 000 инвалидов и ветеранов войны. За первое полугодие еще 5 000. Эти мероприятия мы продолжаем и будем делать на постоянной основе. Теперь о медицинском обслуживании, которое с учетом возраста наших ветеранов имеет особое значение. Перед нами стоит задача обеспечить проведение ежегодной диспансеризации всем ветеранам. По оперативным данным на 1 ноября текущего года из общего числа лиц, подлежащих ежегодной диспансеризации, охвачено 94% инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 67,5% граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и 83% бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто. Учитывая преклонный возраст и состояние здоровья ветеранов, для проведения диспансеризации медицинские работники выезжают к ним домой. Из общего числа прошедших диспансеризацию инвалидов и участников войны 72% прошли на дому.
В этой связи еще раз хочу обратиться к нашим коллегам из регионов на необходимость обеспечить максимально комфортные условия для прохождения диспансеризации и медицинских осмотров для ветеранов. Особое внимание мы уделяем соблюдению прав ветеранов на медицинское и лекарственное обеспечение. За истекший период 2019 года медицинская помощь оказана более 17,5 тысячам инвалидов войны, из них 14 тысячам на дому. Высокотехнологичную помощь в 2019 году получили 358 инвалидов и участников войны. Очевидно, что с учетом возраста наиболее востребованные профили – это сердечно-сосудистая хирургия, офтальмология, травматология и ортопедия. На 1 ноября текущего года ветеранам и инвалидам выписано 978 тысяч льготных рецептов на общую сумму почти 1 миллиард рублей. В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» продолжает развиваться гериатрическая служба России. В 7 регионах созданы гериатрические центры, еще в 33 регионах гериатрические подразделения. Важно, что 75% из них открыто на базе госпиталей ветеранов войн. Также в рамках проекта «Демография» мы создаем систему долговременного ухода. И этими мероприятиями в первую очередь стараемся охватить инвалидов и участников войны, а также членов их семей. Социальными услугами в 2018 году было охвачено почти 212 тысяч инвалидов, участников и ветеранов войны. Немаловажную роль для наших ветеранов имеет их материальное обеспечение. Цифры, которые я сейчас назову, включают пенсионное обеспечение и ежемесячную денежную выплату. По сравнению с предыдущим годом материальное обеспечение увеличилось в среднем на 5% и достигает от более 30 тысяч рублей у вдов военнослужащих до почти 44 тысяч рублей у участников Великой Отечественной войны, имеющих инвалидность. В 2020 году эти цифры изменятся и составят, соответственно, от 32,3 тысяч рублей у вдов военнослужащих до 46,6 тысяч рублей у участников войны, имеющих инвалидность. Также, по вашему указу, Владимир Владимирович, в мае-июне 2019 года осуществлена выплата по 10 тысяч рублей гражданам Латвии, Литвы и Эстонии, которые являются инвалидами и участниками Великой Отечественной войны. Ее получили 66,5 тысяч человек. Конечно, большое значение для наших ветеранов имеет возможность вспомнить историю, проехать по местам боевой славы, встретиться с однополчанами, посетить парад. В соответствии с решением Оргкомитета Победы, руководители регионов и Минтранс ведут работу с российскими перевозчиками о предоставлении бесплатного проезда участникам и инвалидам войны, а также сопровождающим им лицам в период празднования 75-летия Победы. В частности, в Федеральной пассажирской компании уже принято решение с 1 января 2020 года о бессрочном бесплатном проезде участников и инвалидов войны и сопровождающих их лиц. На 15 ноября оформлено 1406 проездных документов на бесплатный проезд. Кроме этого, ряд авиа- и судоходных компаний включились в эту акцию. Забота о ветеранах не ограничивается только материальными аспектами. Им важны человеческое тепло и забота. В 77 регионах добровольцы оказывают адресную социальную помощь. Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» в рамках направления «Связь поколений» в 2019 году оказана помощь более 2000 ветеранов в социально-бытовых вопросах, более 8 тысячам в сопровождении в мероприятиях Победы. В 2020 году около 2000 волонтеров, обучающихся на медицинских специальностях, будут сопровождать участников акции «Бессмертный полк» и мероприятий, приуроченных к 75-летию празднования Победы. С целью сохранения памяти о Второй мировой войне в рамках проекта «Слово победителя» волонтеры Победы уже собрали и разместили более 3000 воспоминаний ветеранов, из них в этом году более 1000. Как вы уже сказали, 2020 год объявлен годом памяти и славы. В рамках исполнения вашего указа утвержден план основных мероприятий на 2020 год по проведению Года памяти и славы и празднованию 75-летия годовщины Победы, в рамках которого, в частности, Минобрнауки совместно с другими ведомствами запланирована акция «Поезд Победы», которая пройдет
совместно с Министерством образования Республики Беларусь, молодежными и волонтерскими организациями и объединениями двух стран. Поезд пройдет маршрут более 22 тысяч километров через города-герои Брест, Москву, Севастополь, Владивосток, Мурманск, Калининград, Санкт-Петербург. Реализация этого масштабного просветительского проекта с использованием современных мультимедийных технологий станет важным инструментом в противодействии попыткам фальсификации истории, будет содействовать патриотическому воспитанию молодежи и сбережению памяти о беспримерном подвиге солдат и офицеров Красной Армии. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Шойгу Сергей Кашикович, пожалуйста. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Министерство обороны проводит многоплановую работу по сохранению исторических традиций, увековечению памяти погибших героев и борьбе с фальсификацией истории. В нашей стране имеется 31 078 воинских захоронений, где предано земле более 4 400 000 человек. Еще более 12 тысяч воинских захоронений находятся за пределами Российской Федерации в 56 государствах. В них захоронено более 4 120 000 человек, погибших воинов, из которых известны имена только с 837 тысяч. За последнее время произведена паспортизация 1792 воинских захоронений, обеспечены реставрационные работы на 1652 мемориальных объектах, увековечено на мемориальных плитах более 19 тысяч погибших защитников Отечества. В феврале 2020 года движение «Юнармия» при поддержке Министерства обороны начнет масштабную патриотическую акцию «Верни герою имя», направленную на установление имен погибших защитников Отечества. Также юнармейцы будут участвовать в ходе их захоронения и обелисками. Ухода за захоронениями и обелисками. Важно отметить, что в последнее время участились противоправные действия по отношению к захоронениям советских воинов. За рубежом акты надругательства и вандализма над памятниками постоянно совершаются на Украине. Такие факты имеют место в Германии, Польше, Чехии, Венгрии, Австрии, Эстонии, Латвии и других странах. В связи с этим Министерство обороны подготовило законопроект, который вводит ответственность за уничтожение и осквернение мемориалов Великой Отечественной войны. Меры ответственности касаются участников противоправных актов, а также политиков и чиновников, в том числе иностранных, которые своим действием или бездействием этому способствуют. Принятие такого закона будет способствовать более эффективной борьбе с вандалами и их покровителями. В этом году в ходе поисковых мероприятий найдено и захоронено на воинских мемориалах с воинскими почестями более 18 тысяч останков погибших воинов. Установлено свыше 1200 имен бойцов и командиров. Прочитано 292 медальона. С участием Министерства обороны проведено 16 поисковых экспедиций. Военнослужащие вооруженных сил, кадеты, суворовцы и юнармейцы приняли участие в международных военно-исторических экспедициях, поисковых мероприятиях в аджимушкайских каменоломнях, на склонах Эльбруса, а также в совместной работе с белорусскими поисковиками в Витебской области. Проведены экспедиции в акваториях Баренцева, Балтийского, Черного моря и Тихого океана. Силами специального поискового батальона Западного военного округа в текущем году найдены остатки 664 бойцов и командиров Красной Армии. В районе деревни Жестяная Горка в Новгородской области совместно со Следственным комитетом и поисковым движением подняты останки 519 человек, замученных и убитых фашистами в период оккупации. В интересах сохранения объектов военно-технической истории и фортификации мы создали штатный экспедиционный центр Министерства обороны, который совместно с Русским географическим обществом проводит поисковые экспедиции с привлечением молодежи. Найденные центром вооружения военная техника реставрируется и экспонируется в парках «Патриот». Отдельные образцы передаются в региональные музеи. Кроме того,
нами ведется активная архивная работа. В соответствии с вашим поручением, Владимир Владимирович, мы изучаем архивные материалы о преступлениях против человечности в годы Великой Отечественной войны. Создана специальная комиссия, в настоящее время отобрано более 50 ранее не опубликованных документов, свидетельствующих о зверствах фашистской Германии на оккупированных территориях. Продолжаем поиск неизвестных героев Великой Отечественной войны. С начала года установлено 17 380 бойцов и командиров, которые отличились в боях, но не получили государственные награды. В настоящее время на основе архивных документов готовится к изданию сборник «Великая Отечественная война в цифрах», в котором будут систематизированы статистические данные о Великой Отечественной войне для эффективного противодействия фальсификации истории. Кроме того, в 2020 году будет издано более 50 военно-исторических трудов, исторических сборников, учебных пособий и военно-биографических словарей. Важнейшим событием следующего года станет открытие главного храма Вооруженных сил в парке «Патриот». Это храм Воскресения Христова в память о победе в Великой Отечественной войне и других ратных подвигах нашего народа. Храм воистину народный, строится на средства граждан, которые неравнодушны, которые хотят участвовать в этом большом событии. Здесь будут выставлены знамена и другие артефакты периода Великой Отечественной войны. Главный храм Вооруженных сил станет еще одним символом нерушимости национальных традиций, верности памяти предков и их свершением во благо Отечества. Кроме того, на территории храмового комплекса создается филиал Центрального музея Вооруженных сил «Дорога памяти». С помощью мультимедийных систем здесь будет размещено более 33 миллионов имен участников Великой Отечественной войны и сохранившиеся фотографии. В настоящее время обработана информация о 15 миллионах человек, в том числе с фотографиями миллион. Получены обобщенные материалы из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Эстонии. На сайте «Дорога памяти» размещена информация о 344 тысячах человек и их фотографии, а также 5156 фронтовых писем. По периметру мультимедийного музея «Дорога памяти» в мемориальных плитах будут размещены латунные гильзы с землей с мест захоронения советских воинов. С этой целью с 22 июня 2019 года в День памяти и скорби по инициативе Министерства обороны во всех субъектах Российской Федерации проведена всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти» по сбору земли с 15 тысяч воинских захоронений и забору воды из 11 морских воинских захоронений. В взаимодействии с Министерством иностранных дел организована работа по передаче земли с более чем 10 тысяч братских захоронений советских воинов, погибших и умерших от ран в госпиталях 46 иностранных государств. На сегодняшний день церемонии сбора частиц земли проведены в более чем 80 местах массовых захоронений в 20 странах. В том числе 27 ноября министр обороны Сербии Александр Вулин принял участие в торжественной церемонии сбора земли на мемориальном комплексе освободителям Белграда и передачи ее отправки в Россию. Готовность передачи земли подтвердили 32 государства. Акцию «Дорога памяти» положительно восприняли во многих иностранных государствах. К сожалению, есть и исключения. Тем не менее, к открытию главного храма Вооруженных сил частичка земли с большинства могил советских воинов будет размещена на территории историко-мемориального комплекса. Активно занимаются сохранением памяти о войне и героях наши военные музеи. Флагманом военно-музейной работы Центральный музей Вооруженных сил через 2 недели отметит свой вековой юбилей. К 75-летию Победы сотрудниками музея подготовлен экспозиционный комплекс, посвященный маршалам Советского Союза, командующим фронтами на заключительном этапе Великой Отечественной войны. Проведено обновление Зала Победы и реставрация макета и военно-исторического материала в миниатюре «Парад Победы». В
Центральные армейские музеи, музеи военных округов и флотов реализуют новые выставочные проекты «Великая Победа», «Лица Великой Победы», а также представят многочисленные экспозиции. Войсковые музеи и комнаты боевой славы с участием юноармейцев, поисковиков и волонтеров подготовят выставки, экспонаты о героях своих частей. С учетом позитивной оценки общественных патриотических акций Министерства обороны «Эшелоны Победы» в 2020 году мы формируем 5 агитпоездов в военных округах и на Северном флоте. Таким образом, будут охвачены все регионы России. Кроме того, предполагается проезд агитпоезда Западного военного округа по территории Белоруссии. Во время этого мероприятия будут проведены патриотические акции в городе-герое Минске и крепости-герое Бресте. Министерство обороны успешно взаимодействует со средствами массовой информации, в том числе по публикации архивных документов Великой Отечественной войны, из которых более 1 миллиона было рассекречено за последние годы. Накопленный опыт планируем использовать в создании документального сериала о Великой Отечественной войне, направленного на борьбу с фальсификацией истории, формирование патриотического сознания российской молодежи и повышение влияния на западную аудиторию. В ознаменование 75-й годовщины освобождения советских и европейских городов от немецко-фашистских захватчиков в текущем году в Парке Победы на Поклонной горе произведено 11 праздничных салютов и еще 6 спланировано до 9 мая 2020 года. В завершение доклада хотел бы сказать, что в Министерстве обороны полным ходом идет подготовка к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проведению Года памяти и славы. Мы сделаем все, чтобы празднование этой знаменательной даты навсегда осталось в памяти наших соотечественников и международного сообщества. Спасибо. Спасибо большое. Панкин Александр Анатольевич, пожалуйста. Заседание уже констатировало, что сегодня за рубежом Великой Отечественной войны, но и пересмотр ее системы сегодняшних международных отношений. Эти вопросы, приоритеты Министерства иностранных дел, и мы энергично используем каналы взаимодействия с соотечественниками за рубежом. Они, их семьи, дети, внуки являются и нашей аудиторией, и опорой, и помощниками в нашем общем деле. Там, где шаги по переписыванию истории идут вразрез с международными договоренностями, как, например, в случае сноса памятников в Польше или странах Балтии, мы в инициативном наступательном ключе не только поднимаем эту проблему в двусторонних официальных форматах или в рамках ОБСЕ, но и задействуем общественный ресурс соотечественников. Как было отмечено, одновременно совместно с Министерством обороны России ведем системную работу по уходу за воинскими захоронениями за рубежом. Во многих странах данные мемориалы остаются центром притяжения для соотечественников, стремящихся сохранить духовную связь с исторической родиной, воспитать подрастающее поколение в духе любви к России. Усилия предпринимаются и по линии международного гуманитарного сотрудничества. В этом году МИДом России совместно с Росархивом подготовлено 5 документальных экспозиций о причинах и ходе Второй мировой войны, материалы которых были представлены в российских посольствах за рубежом для широкой аудитории, включая наших соотечественников. Тема эта накануне после Мюнхена, к 80-летию Мюнхенского сговора, 43-й год в штабах Победы, 75 лет Тегеранской конференции, 39-й год начала Второй мировой войны, а также федеральная выставка, посвященная 75-летию освобождения Центральной и Восточной Европы от нацизма в Болгарии и Румынии. Эта выставка уже проведена, она вызвала большой интерес у широкой общественности. Во многих странах при поддержке дипломатических представительств организуются научные конференции по тематике войны. При содействии Россотрудничества на базе российских научных и культурных центров устраиваются показы лучших отечественных фильмов по военной тематике. Так, крупным событием стала демонстрация художественной ленты «Собибор» в десятках государств мира. По линии МИД ведется энергичная издательская работа. Российские послы
на регулярной основе публикует статьи, выступает с интервью в местных средствах массовой информации и, конечно, встречается живьем с нашими соотечественниками и их организациями. В целях противодействия фальсификации истории активно используем потенциал цифровой дипломатии, социальных сетей. За последнее время создано более 100 мультимедийных материалов по тематике Великой Отечественной войны, повествующих в том числе о ходе основных сражений, освобождении Красной Армии советских и европейских городов, в частности Киева, Братиславы, Одессы, Минска, Вильнюса, Львова, Кишинева, Софии, Таллина, Белграда, Риги. Эти же материалы есть про освобождение узников концлагерей, я не буду их перечислять. Материалы по истории Мюнхенского соглашения 1938 года, Советско-германского пакта о ненападении, о вступлении СССР в войну против милитаристской Японии, о деятельности антисоветского подполья в странах Балтии. Аудитория достигла уже 8 миллионов человек. Ну, конечно, на достигнутом мы останавливаться не собираемся, будем двигаться вперед. Кроме того, за рубежом, в частности в странах СНГ, БРИКС, ШОС, а также Сербии, Израиле и ряде других государств планируется реализация масштабных памятных мероприятий, крупных проектов. В этих целях мы плотно взаимодействуем с профильными неправительственными организациями, в том числе с Российским военно-историческим обществом, и с удовлетворением констатируем встречную готовность наших партнеров, прежде всего по Содружеству независимых государств. Хочу напомнить, что на заседании Совета глав государств СНГ 28 сентября прошлого года было принято протокольное решение, в котором стороны согласились с предложением Российской Федерации об учреждении изготовления единой юбилейной медали 75 лет победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов для награждения ветеранов в государствах-участниках СНГ. Ожидается, что будет вручено более 250 тысяч медалей. Память о победе продолжает сплачивать многонациональный и многоконфессиональный русский мир. В этой связи не может не радовать, что важную роль в общих усилиях играют объединения наших соотечественников. Среди ярких примеров отметил бы осуществляемую при содействии посольства России в Израиле инициативу соотечественников Израиля по установке в Иерусалиме памятника жертвам блокады Ленинграда, свеча памяти. Торжественное открытие запланировано на начало следующего года. В странах СНГ реализован информационно-просветительский проект в средствах массовой информации и в соцсетях «Наши герои». В Сербии начата реализация проекта «Дороги Победы». В целом ряде государств функционируют русскоязычные научно-просветительские общества, которые способствуют продвижению объективной информации о совместных страницах прошлого. Тема противодействия искажению истории остается в фокусе пристального внимания страновых, региональных и международных всемирных конференций соотечественников. Отрадно, что соотечественные организации, включая их ветеранское крыло, уже приступили к всесторонней подготовке к юбилейным мероприятиям. Полностью теме 75-летия Победы будет посвящена запланированная в марте 2020 года в Берлине международная конференция под названием «Молодежь диаспоры. Помним прошлое, смотрим будущее». В празднованиях 9 мая в Москве примут участие ветераны войны, проживающие в государствах СНГ и ряде других стран. Мы оказываем в этом помощь. Ну и, конечно, в заключение хотел бы сказать, что беспрецедентный размах приобрели шествия бессмертного полка. Только в нынешнем году они прошли в 123 странах, а количество участников возросло до 1,5 миллиона человек. В Белграде в сентябре этого года прошла международная конференция «Память победителей». Для координаторов этой инициативы из стран ближнего и дальнего зарубежья со своей стороны мы продолжим оказывать содействие организаторам акции, рассматриваем ее как важнейший символ единства русского мира. Всего в 2019 году за рубежом прошло около 700 мероприятий, посвященных празднованию Великой Победы. Благодарю вас. Спасибо. Сергей Владимирович, пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, с целью сохранения памяти о героическом подвиге советского народа над нацизмом в советские годы было учреждено почетное звание «Город-герой».
высшая степень отличия, которая присваивалась городам, население которых проявило массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне. Всего в СССР этого звания были удостоены 12 городов и 1 крепость. Для продолжения традиций по сохранению памяти в 2006 году, 9 мая, было учреждено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы», которые присваивались городам Российской Федерации, на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм. На сегодняшний день такое звание получили 45 городов Российской Федерации. Далее, Владимир Владимирович, вами было принято решение о том, чтобы не расширять этот список, для того, чтобы не девальвировать его, но очень много обращений поступает, они в основном связаны с тем, что есть значимая часть городов, которые не участвовали непосредственно в боевых действиях, но которые обеспечивали победу подвигом тружеников тыла с точки зрения обеспечения фронта всем необходимым и с точки зрения всего, что связано с созданием условий для победы. Поэтому предложение, которое предварительно было подготовлено и согласовано в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы и проведением Года памяти и славы в целях увековечивания памяти о героизме и самоотверженности тружеников тыла, значительном вкладе городов и предприятий военно-промышленного комплекса в победу над нацизмом, предлагается принять на федеральном уровне почетное звание «Город трудовой доблести». Такое звание может быть присвоено городам Российской Федерации, внесшим значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы в Великой Отечественной войне и обеспечению трудового подвига в тылу. Исходим из того, что присвоение городам указанного звания внесет значительный вклад в сохранение исторического наследия нашего Отечества. Уважаемый Владимир Владимирович, в случае вашего одобрения законопроект полностью готов, может быть оперативно внесен в Государственную Думу. Хорошо, спасибо. Так, пожалуйста, Елена Петровна. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники заседания. Проект без срока давности, который я представляю, был одобрен ровно год назад на Организационном комитете Победы. Как и бессмертный полк, без срока давности затрагивает личную историю тысяч, сотен наших граждан. И особенно тех, кто потерял своих родных на оккупированной территории, а во время войны там погиб каждый 6-й мирный житель. Поэтому цель проекта – сохранить память и знания о безвинных жертвах, показать истинное лицо нацистской армии и их пособников и, конечно же, привлечь к ответственности тех, кто смог ее избежать в свое время. Очевидцев тех событий становится все меньше и меньше. Их и после войны-то было совсем немного. И, как вы сказали, Владимир Владимирович, особую ценность приобретают именно архивные документы. В рамках проекта уже в течение года ведется масштабная работа по их рассекречиванию. Она проводится специальными комиссиями, Росархивом, архивными службами Министерства внутренних дел, ФСБ и, как Сергей Кожукетович сказал, конечно же, Министерства обороны. Рассекреченные документы позволяют узнать о новых фактах, злодеяниях, как, например, о бойкой торговле в Литве детьми, которые были вывезены из Смоленской области. Интересные документы представлены Следственным комитетом, которые содержат поименные списки жертв мирного населения. На сегодняшний день всего рассекречено 623 документа, и к маю 2020 года Росархив планирует открытие соответствующего интернет-портала. Архивные документы, именно они сделали возможным выявление новых локаций, поисковых работ для поисковых отрядов и 90-го батальона Министерства обороны. Они выявлены на сегодняшний день в 23 регионах России, и уже в некоторых из них проведены работы. В совокупности с архивными документами они стали основанием для установления новых фактов преступления лиц, которые когда-то избежали ответственности. Опять же, как сказал Сергей Кожукетович, стартовой площадкой проекта без срока давности стала Жестяная Горка. Это Новгородская область, где обнаружено массовое захоронение мирных жителей. По предварительным данным, это 2600 человек.
К настоящему времени здесь проведены все необходимые мероприятия. Прошла эксгумация 542 скелетированных останков, и, к сожалению, среди них 52 ребенка обнаружено. Все эти документы переданы в Следственный комитет, и в отношении 19 уроженцев Латвии, которые когда-то служили в талькоманде Айнзац-группы 1С полиции безопасности ИСД и принимали участие в этих зверствах, сегодня возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура и Следственный комитет дали правовую оценку, и следственное дело классифицировано как геноцид. Возбуждено и еще одно дело по статье «Геноцид» в отношении нацистов, которые смогли избежать ответственности, а в октябре 1942 года зверски убили в Краснодарском крае 214 детей Ейского детского дома. На сегодняшний день нельзя не сказать и еще об одном уголовном деле. Уже по статье 354.1 это реабилитация нацизма, которое возбуждено в отношении ветерана латышского легиона СС Висвалдиса Лацеса. Правда, он себя считает политиком, да еще, наверное, и писателем, потому что в 2017 году он издал книгу, которая называется «Латышский легион в свете истины». И там он совершенно откровенно оправдывает все злодеяния, которые были совершены эсэсовцами на территории Себежского района Псковской области. Хочу подчеркнуть, что правовая оценка всем этим преступлениям была дана еще на Нюрнбергском процессе, на котором усилиями именно советских юристов все эти преступления были квалифицированы как военные преступления. Помимо Новгородской области, в 2019 году поисковые и разведывательные работы велись еще в 5 регионах. И в 2 из них, это Брянская и Псковская область, были обнаружены места массовых захоронений. Весной 2020 года мы начнем там работу, а также еще и в таких регионах, как Тверская, Калужская, Ростовская, Смоленская области, Республика Крым, Кабардино-Балкария. В остальных регионах, которые относятся к боевым регионам России, будут вестись разведывательные работы, и в них примут участие не менее 50 поисковых отрядов. Еще одним направлением проекта без срока давности стала подготовка документальных публикаций. Удивительно, что, несмотря на их наличие, а первые публикации появились в 1943 году, сразу же по результатам работы Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний, системного издания до сих пор нет. Как нет и реестра, перечня уничтоженных населенных пунктов, уничтоженных предприятий, памятников культуры и истории, не говоря уже о книге памяти мирного населения. Уверены, что значительным шагом в решении этого вопроса станет серия сборников архивных документов, которые мы сейчас готовим. Каждый сборник будет посвящен отдельному региону, и в него войдут документы региональных архивов. Методическое сопровождение этого проекта обеспечивает Росархив, и он же готовит том, так называемый федеральный, в который войдут документы уже федеральных архивов. В план работы Минобра на следующий год уже включены научные изыскания в этой области. Хочу отметить, что идея проекта без срока давности привлекла внимание огромного количества людей. И о поддержке проекта заявили на сегодняшний день и общественные, и государственные организации, профессиональное сообщество. Так, сопровождение всех следственных мероприятий осуществляют, например, историки Института российской истории и Фонда «Историческая память». Заявило о своей поддержке и Российское историческое общество, на базе которого будет создана комиссия по изучению преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории России. Помимо печатной работы, в рамках проекта, конечно, создаем и визуальный ряд, и творческой площадкой в этом направлении деятельности стал Ленфильм. Здесь запланированы съемки полнометражных и документальных фильмов, и уже есть определенные результаты. Совместно с информагентством Министерства обороны сняты видеоролики «Помни», которые демонстрируются в музее на Поклонной горе.
И, конечно же, молодежная составляющая проекта. Здесь мы очень тесно работаем с Росмолодежью. В этом году сформирован пул из активистов и молодежных студенческих команд, которые продемонстрировали и выступили с просветительским проектом без срока давности на 12 форумных площадках. Запущен проект, который называется «Архивный десант», студенческая инициатива, когда студенты на волонтерских основаниях в региональных архивах выявляют иноязычные документы и их переводят. Мне очень приятно отметить, что в этой работе задействованы и студенты Российского государственного гуманитарного университета. Миноборнауки в этом году провел конкурс итоговых выпускных работ среди студентов-историков. Университетское сообщество вообще очень активно включилось в этот проект, и на базе Псковского университета и Новгородского университета состоялись очень интересные и крупные научно-практические конференции, на которых, кроме того, были организованы и выставки архивных документов, в том числе рассекреченных из региональных архивов. Одним из самых активных участников проекта стало Министерство просвещения. В 2020 году запланирован большой конкурс школьных сочинений без срока давности. Работая над ним, ребята, конечно, будут использовать материалы семейной истории, историю своего города, своего села. И надеемся, что те ребята, которые победят в этом конкурсе, уже к маю 2020 года смогут участвовать в общих федеральных интересных мероприятиях, которые запланированы в рамках Года памяти и славы. Системный характер министерства проявляется в том, что осознается необходимость включения материалов проекта без срока давности в образовательные программы общего и среднего образования. Вопрос о создании единого модуля для будущих учителей уже стоял и решен во время совещания в Московском педагогическом государственном университете. Вот коротко, Владимир Владимирович, участники заседания, то, что нам удалось сделать в течение этого года. Мы за это время приобрели партнеров, друзей. Очень важно, что их число постоянно растет. Востребованность инициативы и идеи самого проекта – это, конечно же, яркое свидетельство того, что граждане России хотят помнить и знать правду о войне. И нам, и нашим детям, внукам очень важно знать и родную, и всемирную, мировую историю во всей ее полноте. И как вы отметили, Владимир Владимирович, что только какая-то полуправда, она создает лазейки и служит тем поводом фальсификации и манипуляции сознания, которые мы не должны допустить. Спасибо за внимание. Благодарю вас. Так, коллеги, кто хотел бы что-то добавить? Значит, у меня есть просьба к Татьяне Алексеевне. Мы к юбилейным датам, вообще к праздникам помогали и поддерживали наших ветеранов, поэтому я вас прошу проработать и внести предложения по дополнительным выплатам для ветеранов Великой Отечественной и другим категориям граждан, которых мы традиционно вот таким образом отмечали в преддверии праздников или, повторяю, юбилейных дат. Уважаемые коллеги, вопрос нам понятен. Еще раз не буду возвращаться к тому, насколько это важно для страны в целом, и не только для нашей страны, для всех народов Советского Союза, для всех, кто пострадал во время Второй мировой войны. Мы должны сделать все для того, чтобы были созданы условия, которые не позволили бы ничего повторить в будущем подобного. А для этого, конечно, вот сейчас вот все высказывались на этот счет, прежде всего нужно продвигать правду о тех трагических событиях, о которых мы сегодня говорим. Нужно подготовиться достойно, нужно отметить наших ветеранов, нужно сделать это таким мероприятием, которое бы осталось в памяти молодых людей, чтобы они и дальше понесли эту память о трагических, но в то же время героических событиях Второй мировой и Великой Отечественной войны. Нам есть чем гордиться, нам есть что сохранять, и нам есть куда и с чем идти дальше на основе
этой памяти и того, что нам досталось в наследство от наших предков. Давайте сосредоточим внимание на всех задачах, о которых мы сегодня говорили, и проведем этот праздник на самом высоком уровне, достойным тех, кто эту победу добыл в сложных, тяжелых испытаниях Второй мировой войны, Великой Отечественной. Всем вам спасибо. Сергей Григорьевич, подойдите ко мне, пожалуйста.